Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем 18-летнего молодого человека, который без водительских прав за рулем арендованного автомобиля устроил крупную аварию. А в первый раз арендованный автомобиль берете или до этого был уже опыт? Нет, месяца два, наверное, как это. Пострадали 3 человека. Расскажем о гибели в огне 2 человек – мужчины и женщины. В ходе тушения пожара в бане обнаружены тела мужчины и 32-летней женщины. Дверь в баню, где они были, заблокировали снаружи. А также украл у особенного ребенка возможность передвигаться. Для нас это вот как, например, если бы ты жила на 4-м этаже в хрущевке, и ты просто ощущаешь, как будто лестницу просто и забрали. Детскую специализированную инвалидную коляску украли из подъезда дома на улице Салиха Батыева. Это и не только прямо сейчас. 3 человека пострадали в результате крупной аварии на улице Краснококшайская. Водитель арендованного автомобиля не справился с управлением. Автомобиль перелетел через разделительный газон и лоб в лоб врезался в едущий по встречной полосе Рено Логан. Вероника Гайнудинова выяснила, что за рулем «Фольксвагена» сидел 18-летний водитель, который не получал прав, и узнала, как он взял машину в аренду. Я сразу спросил, нормально все. Грубо начал отвечать, и все. Эмоциональная реакция пассажирки Рено была объяснима. Ей просто было больно. Женщина пострадала в результате лобового столкновения с «Фольксвагеном Поло». Арендованная машина, едущая навстречу, буквально перелетела через разделительную полосу и врезалась в переднюю часть Рено. Пострадали оба водителя и пассажирка французской иномарки. За рулем арендованного автомобиля сидел 18-летний молодой человек. Он был трезв, объяснил, что только взял автомобиль в аренду и планировал поехать в центр города. Но, тронувшись с места, смог преодолеть всего пару десятков метров. На улице Краснококшайская его занесло на ровной дороге. Почему так произошло, парень не знает. Говорит, скорость не набирал, резких маневров не совершал. А в первый раз арендованный автомобиль берете или до этого был уже опыт? Нет, месяца два, наверное, как это. Стаж вождения большой, да, у вас? 2 года почти. Свои 18-2 года официального стажа вождения у него быть просто не может. Автоинспекторы выяснили, что водительские права молодой человек не получал вообще, а машину в аренду взял под чужим аккаунтом. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. «Мерседес» и «Опели» не смогли разъехаться почти на пустой дороге на пересечении улиц Габдуллы и Тукая. Их техническая. Оба автомобиля ехали навстречу друг другу. Мужчина, управлявший «Опелем», повернул налево, не пропустив встречный транспорт. Как итог, «Мерседес» въехал в левый бок его автомобиля. Предполагаемый виновник ДТП свою вину не отрицал, заявив, что не заметил встречную машину. Из-за того, что «Мерседес» был не на ходу, оба участника столкновения остались дожидаться сотрудников ГИБДД. 10 тысяч рублей предстоит заплатить водителю лимузина за действия его пассажиров. В социальных сетях появилось видео, как из окон автомобиля высовываются девушки. Правила дорожного движения такой езды не допускают. Автоинспекторы, изучив запись, нашли водителя. Ему выписали сразу несколько административных протоколов за опасное вождение, за игнорирование применения ремней безопасности, за нарушение правил перевозки пассажиров, а также за управление автомобилем с техническими неисправностями. Общая сумма штрафов составила 10 тысяч рублей. 34-летний мужчина вину свою признал. 2 человека, 36-летний мужчина и 32-летняя женщина, погибли в результате пожара в поселке Новониколаевка. Это в Зеленодольском районе. Сообщение о возгорании бани поступило на номер вызова пожарной охраны в 1 час 4 минуты ночи. К приезду на место расчетов строение полыхало открытым пламенем. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Полностью справились с огнем через 50 минут после вызова. И во время разбора сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела 2 человек. Следователи выяснили, почему они не смогли выбраться из горящего помещения, и возбудили уголовное дело по статье «Убийство 2 или более лиц». В ходе осмотра места происшествия установлено, что дверь бани была заблокирована при помощи лома. В настоящий момент проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. 34-летний мужчина погиб при строительстве коттеджа в Варске. Трагедия произошла 24 сентября, но решение о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» было принято только после проведения проверки. Следователи установили, что мужчина был убит электрическим током при погрузке кирпичей в автомобиль.
В настоящий момент установлено, что рабочий занимался погрузкой кирпичей. Мужчина находился в прицепе. В этот же момент водитель манипулятора приблизился слишком близко к проводам, по которым проходил электрический ток. В результате мужчина получил удар током и скончался. В настоящий момент проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В Челнах в отношении молодой мамы возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Она грудью кормила дочь, которой был всего 1 месяц. Она утро обнаружила ее мертвой. Как предположили следователи, женщина уснула и во сне могла задавить младенца. У особенного ребенка украли возможность передвигаться. Минувшим вечером из подъезда одного из домов на улице Салиха Батыева украли детскую инвалидную коляску. Несмотря на дороговизну, продать это средство передвижения сложно, подойдет не каждому. Она особенной конструкции, изготовлена специально для тяжелых случаев ДЦП. Без нее 5-летний ребенок не может выйти на улицу и остался фактически заперт дома. Купить другую семья не может. Камеры наблюдения зафиксировали момент кражи. Айрат Назипов взглянул на человека, который увез коляску, и выяснил, что подобное в Казани уже случалось, причем совсем недавно. Косте 5 лет. Самостоятельно может только лежать. Не ходит вообще, сидит лишь на руках у мамы или в кресле особой конструкции. Для них эта коляска – дверь в мир за пределами квартиры, которую захлопнулась минувшим вечером. Для нас это вот как, например, если бы ты жила на 4-м этаже в хрущевке, и ты просто ощущаешь, как будто лестницу просто и забрали. Все, вот ты как бы осталась на этом этаже, но у тебя нет больше лестницы этой. То есть ты не можешь даже в аптеку сходить, ты не можешь в магазин выйти. А так как 90% времени мы проводим с Костей вдвоем, то есть мы везде с ним, везде мы вдвоем, в магазин, в аптеку, на улицу, погулять, в садик. Мы, естественно, никуда теперь не сможем пойти, пока каким-то образом не найдется наша коляска, либо что-то придумать. Это все. Просто ребенок не может ни передвигаться ни по квартире, ни по улице без специальной коляски. Рассказывает, коляска стояла на 7-м этаже, у двери квартиры. Так во всем подъезде. Единственное исключение, она была особенной. Минувшим вечером пришли с прогулки, оставила где обычно. Но пристегнуть тросом к перилам не успела. Вышла через час, может чуть больше. Детского средства передвижения уже не было. Говорит, не сразу поверил глазам. Решила сперва, что, может, оставила в другом месте. Но, оббежав подъезд, поняла, что детского средства передвижения нет нигде. До этого не было даже мысли, что ее могут украсть. Специализированная коляска, что куда ее потом деть, я не знаю, зачем она людям, может быть, нужна. Не совсем востребована. То есть не масс-маркет, она не подходит для обычных детей, она специализирована для тяжелобольных только детей. Заявление в полицию написала сразу, но по горячим следам задержать никого не удалось. Камера наблюдения зафиксировала, как ее крали. Вот коляску от подъезда везет молодой человек и скрывается за поворотом. Он шел без обуви, он был в носках, такой высокий, худой, темноволосый парень, молодой, причем в таком ярком костюме, в красном. То есть не хватало только шарика еще, чтобы его прям совсем на него обратили внимание. И люди обращали, естественно, внимание, человека без обуви, с коляской, без ребенка. Очевидцы сообщили, что видели его рядом с комиссионным магазином неподалеку, а затем поздним вечером у его дверей стояла эта коляска. Утром ее уже не было. Они такие вещи не принимают. Я вот с ними тоже созванивалась в магазин комиссионный. Они говорят, мы такие вещи не принимаем. И, видимо, он разочаровался, бросил ее там, и все. Потому что в 8 часов вечера, вот тоже очевидцы мне написали в Инстаграм, то, что видели ее, стоящую, никому не нужную. Купить новую она не в состоянии. Говорят, их выпускают в единичных экземплярах. Но украденные средства собрали всем миром. Стоимость этой детской инвалидной коляски – 250 тысяч рублей. Покупал нам фонд, собирали деньги с людей вот так вот. Очень долго там мы ждали ее, так любили. В начале сентября из подъезда одного из 5-этажных домов пропали сразу 2 инвалидные коляски. Стояли на 1-м этаже. Поднимать их в квартиру было очень сложно, сказал позже в полиции 47-летний мужчина. По подозрению в краже задержали 39-летнего ранее судимого мужчину. Он сознался, что украл их с целью продать, а деньги потратить на спиртное. Ущерб тогда был 5000 рублей. По подозрению в краже детской коляски сегодня вечером задержали похожего по приметам мужчину. 4 октября в отдел полиции Софиульна поступило заявление о краже инвалидной коляски из подъезда дома по улице Салиха Батыева. Со слов потерпевшей, в этот день она оставила ее на этаже. В какой-то момент обнаружила пропажу инвалидной коляски. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан мужчина. Сейчас полицейские проводят проверку. Процессуальное решение будет принято по ее окончанию. А также стража порядка выясняет местонахождение самого средства передвижения.
Айрат Назипов, Константин Буршуев, «Вызов 112». Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.